Так, ну все, все А, готово. время как? Да? Так, вы, Марин, потом идете. Мне сдвинуться, да? Все, все, да. Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Твердова Марина Владимировна. Я являюсь главным специалистом Центра сопровождения специального и инклюзивного образования Коми Республиканского института развития образования, специалистом Республиканского консультационного центра. И у нас сегодня в гостях Соболев Илья Евгеньевич, замечательный психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии города Санкт-Петербург, психолог в медицинском центре «Институт движения» города Сыктывкара, который осветит сегодня очень важные и актуальные аспекты эффективного общения детей в семье. Ну, в начале нашего вебинара хотелось бы немного рассказать про наш республиканский консультационный центр, в рамках которого и организован наш сегодняшний вебинар. Республиканский консультационный центр по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, законным представителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителя, создан на базе Коми Республиканского института развития образования с целью повышения педагогической компетентности родителей в вопросах образования и воспитания, укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений. За бесплатной психолого-педагогической, методической и консультативной помощью могут обратиться родители, законные представители детей в возрасте от 0 до 18 лет. У нас работают более 55 специалистов, такие как психологи, учителя, специалисты по профориентации, учителя-логопеды, специалисты по работе с замещающими семьями, юристы, социальные педагоги, учителя, к которым вы можете обратиться за бесплатной консультацией. Как записаться на консультацию в Республиканский консультационный центр? Это обратиться к нам непосредственно в КРИРО по адресу Орджоникидзе 23, да, очная консультация. Дистанционная консультация – это по телефону, по скайпу. Выездная консультация – это мы выезжаем в организацию. Всю обратную связь, обратная связь представлена на слайде. Кроме того, у нас успешно функционируют, реализуются просветительские проекты, такие как виртуальный логопункт, функционирование которого связано с выявлением и своевременным предупреждением речевых нарушений, и родительская академия, функционирование которой связано с просвещением родителей в вопросах образования, воспитания и развития. В родительскую академию входят 3 таких крупных направления. Это клуб «Моя семья», школа успешных родителей и академия будущих родителей, в рамках которой и организован данный вебинар. Очень надеемся, что данный вебинар будет вам очень полезен, даст вам бесценные знания в направлении гармонизации детско-родительских отношений. Итак, Илья, вам слово. Спасибо. Мгм. Итак, дорогие друзья, давайте начинать. Времени у нас не так много, а работы, как всегда, достаточно. Во-первых, спасибо большое Коми Республиканскому центру за приглашение, за то, что есть возможность выступить на этой площадке, за то, что есть возможность поработать с вами непосредственно, да, дорогие друзья. Как мне сообщили, подключившихся у нас достаточно много, и думаю, что проект будет полезен
И вам, непосредственно принимающим участие сейчас вот в прямой трансляции, и тем людям, которые потом впоследствии посмотрят в записи. Итак, сегодня у нас тема – это общение с детьми, эффективное общение с детьми, сензитивное общение с детьми, успешное, эффективное общение с детьми. Можно по-разному его назвать, но смысл один. Как общаться с ребенком таким образом, чтобы не навредить, чтобы действительно выстроить с ним конструктивные отношения, чтобы действительно сделать так, чтобы и ребенок развивался, но при этом, чтобы сохранялась дисциплина в семье, да. И вот первый вопрос, с которого сегодня я хотел бы начать. Жалко, конечно, что у нас сегодня нет обратной связи. Очень хотелось бы видеть ваши вопросы, но я думаю, мы потом впоследствии как-нибудь это организуем. Первый вопрос, с которого хотелось бы начать, это фраза. Фраза в мультфильме, который мы все с вами помним и любим. Я, к сожалению, не помню, как он назывался. Любить нельзя. Нет. Фраза в мультфильме про мальчика, который попал в страну невыученных уроков. И там фраза звучала казнить нельзя помиловать. Вот, точно вспомнили. И фразу вот для первой части нашего сегодняшнего вебинара мы выбрали такую. Любить нельзя воспитывать. Вот где поставить запятую? Вопрос, да? Любить нельзя воспитывать. И действительно, если мы с вами немножко погрузимся вот именно в анализ данной фразы и в анализ и в смысл истинное назначение каждого из этих слов, любовь и воспитание, мы вдруг увидим, что это абсолютно разные вещи. Вот диаметрально противоположные. Давайте начнем немножко издалека. Вот что такое воспитание, да? Воспитание как явление. Воспитание как явление, воспитание как процесс, воспитание как некий набор стереотипов, которые мы тащим с вами от бабушек, от дедушек, от мам, от пап и так далее. Вот что такое воспитание? Я сейчас задаю вопрос, я буду на него отвечать, и просто хочу, чтобы вы сами себе задали сейчас этот вопрос. И попробовали себе ответить. Итак, воспитание, к сожалению, традиционно у нас в семье воспринимается как некая дрессура. Вот, к сожалению, многие родители воспринимают процесс воспитания таким образом. Вот у меня есть ребенок, вот у меня есть девочка, либо мальчик, которому на данный момент условно 4 года, 5 лет, 11, может быть 7, совершенно неважно. И есть задача привить ему некие правила поведения и сделать так, чтобы ребенок вел себя определенным образом и никак иначе. Вот, к сожалению, зачастую родители думают именно так. Если мы немножко углубимся в процесс, мы увидим, что по сути вот в данной коннотации термин «воспитание» аналогичен термину «дрессура». То есть, по большому счету, многие родители воспринимают воспитание своих детей, это вот как если вот дрессировщику в цирке дали обезьянку, либо дали ему маленького медвежонка, и есть задача научить его ездить на одноколесном велосипеде. Это не так. Это главная ошибка, это главное заблуждение нас, родителей. Я тоже папа, я не исключение, я с вами со всеми на одной волне. У меня 2 детей, старшей дочке 12 лет и младшему сыну 3 годика. Он пока еще маленький. И вот, к сожалению, да, в нашем сознании воспитание, оно очень близко к дрессуре. То есть, что такое дрессура? Это научить существо, научить животное, научить вот особь данную выполнять строго определенные действия. Прям по алгоритму. 1, 2, 3. И многие родители воспринимают воспитание именно так. Я хочу немножко сместить акцент восприятия вашего с вопроса воспитания на другой термин. Термин «любовь». Вот если мы с вами разберемся и зададим себе вопрос, в чем разница? Воспитание как явление, как процесс, как некий стереотип и любовь. Вот в чем разница? С чем можно сравнить вообще вот этот процесс? Если мы воспитанием зачастую воспринимаем как процесс дрессуры, то любовь напоминает
как если садовнику в руки попадает семечко неизвестного растения. Вот представьте себе, вы садовник, ваша задача сделать так, чтобы сад цвел, чтобы в саду были живые цветы, чтобы в саду были растения, были деревья, был кустарник. И вот вам в руки попадает какое-то неизвестное семечко, непонятное, совершенно, неизвестно, что из него вырастет. И вот смотрите, если мы воспринимаем процесс воспитания детей как дрессуру, то вырастить из семечка ничего не получится, потому что у садовника все время будут какие-то сверхтребования, сверхожидания вот от этого семечка. Он все время будет от него требовать расти строго определенным образом, не вот так расти, а вот так расти, да. Он будет стараться его подкармливать определенным образом, он будет создавать такие условия, чтобы вот это семечко оправдывало его надежды. Ну вот условно, давайте себе представим, что садовник себе задумал, замыслил вырастить из этого семечка баобаб, а растет роза. Как так-то? Почему роза? Я хотел баобаб. Почему? Почему это происходит? И вот зачастую процесс воспитания – это именно как процесс дрессуры, попытка вырастить из баобаба розу. Ну, согласитесь, это глупость, это нереально, да? Представьте, сколько душевных терзаний, сколько переживаний будет внутри у садовника, если он из баобаба будет пытаться вырастить розу. То есть, какие душевные терзания будут у самого этого садовника, и какой стресс, какое насилие он будет осуществлять над самим вот этим самым баобабом. Вот представьте, только задумайтесь над этим. Не получится ничего, по большому счету. Ни розу он не вырастет, ни сам счастливым не станет. И роза будет загибаться. Роза будет чахнуть, роза будет увядать. И вот беда заключается в том, что мы, родители, очень часто совершаем именно вот эту главную ошибку. Мы не любим наших детей, мы их воспитываем. Воспитываем как в качестве дрессуры. Есть некие сверхожидания, которые заложены внутри, в голове, в сознании вот у большинства родителей. Как правило, эти сверхожидания, сверхзадачи, сверхцели формируются из личных родительских комплексов. Ну, допустим, девочка пыталась в детстве стать балериной, у нее не получилось по тем или иным причинам. Родители ей запретили, либо она ногу сломала, либо в целом просто она боялась пойти в балетную школу. И вот девочка выросла, девочке 30 лет, у девочки рождается дочка. Куда я ее поведу? Ну, конечно, само собой, балериной, никак иначе. 100%. Почему? Да потому что балериной быть правильно. А дочка, допустим, проявляет интерес к фотомонтажу и вообще к фотографии и вообще к художественному искусству. Она пуанты видеть их не хочет, она смотреть в эту сторону даже не собирается. Никакого желания у нее нет одевать пачку и тянуть ногу возле станка балетного. Но мама здесь что говорит? Нет, надо. Почему надо? Ну потому что... Вот почему, как только начинаешь такой маме задавать вопросы, а почему, а зачем, а кому это надо, мама здесь скорее всего, будет впадать в состояние когнитивного диссонанса, либо пойдет в отрицание, либо начнет закрываться, как-то уходить от этой темы. Вот, потому что на вопрос «зачем?», «для чего?» и какой в этом смысл, ну, ответа, как правило, не последует. Ну, почему? Ну, потому что я так сказала, надо идти на балет. Так вот, давайте мы с вами все-таки разведем два вот эти понятия – воспитание и любовь. Я пытаюсь до вас донести сейчас, что это абсолютно разные вещи, которые никакого отношения друг к дружке не имеют. Воспитание без любви – это процесс дрессуры, это процесс принуждения, это процесс впихивания ребенка в некий шаблон, в некий стереотип ваших сверхожиданий, ваших сверхзадач. Такое происходит не только у женщин, у мужчин это происходит сплошь и рядом. Вот куда отправить сына? На бокс, конечно, на бокс обязательно, будет мужиком. Эй! А парень, допустим, очень любит петь. И просит папу с детства: папа, купи мне гитару и вообще отправь меня на хор, пожалуйста, мне так нравится петь. Мальчик с 5 лет просит, а отец ему говорит: да что, на бокс пойдешь, будешь мужиком нормальным, все, да, какая гитара, перестань, станешь мужчиной. То есть у папы есть некий стереотип в голове. Мужчина
равно бокс. Почему бокс? Если мы здесь начнем копать вглубь, то, скорее всего, выяснится, что такой же судьбы он, вероятнее всего, желал бы себе в юном возрасте. Но там не получилось. Опять же, либо потому что страшно было, либо потому что возможности не было, либо, может быть, папу в детстве побили хорошо, и он с тех пор как-то затаил в себе вот эти обиды, эти комплексы, и он их хочет реализовать через своего сына. Так вот, если мы воспитываем ребенка без любви, это дрессура. Если мы растим ребенка в любви, то от дрессуры стоит отказаться. Если действительно присутствует в отношениях между детьми и родителями любовь, мы сейчас разберемся с вами еще, что такое любовь, поговорим об этом. Если присутствует любовь, то тогда воспитание здесь уходит на второй план. Почему? Потому что каждый ребенок, еще раз, это уникальное семечко, уникального растения. Вот вы не знаете, что из него вырастет. Вот понимаете, вам в руки, нам с вами в руки попал уникальный материал. Уникальный, удивительный материал, то есть какая-то безумная комбинаторика, во-первых, в виде генетического материала, мама, папа, все это объединилось, история там за плечами, бабушки, дедушки, там были татары, узбеки, осетины, там были участники войн, революции, все это объединилось в одном. И мы не знаем, что там получится вот у этого ребенка. Мы не знаем, какой тип нервной системы он унаследует. Мы не знаем, какие у него будут желания, какая у него будет направленность. Мы не знаем, к чему он пойдет, к чему у него будет отвращение и наоборот, куда его будет тянуть. Мы этого не знаем. И надо дать возможность, во-первых, самому себе немножечко расслабиться и посмотреть на своего сына не с ожиданием и сверхтребованием, на сына, на дочь, без разницы. Без ожидания, без сверхтребований, а именно с любовью. И вот сейчас давайте поговорим с вами на тему вообще, что такое любовь. Вот пока мы сейчас с вами тут отвечаем на эти вопросы, я попрошу, чтобы каждый из вас параллельно сам себе задавал эти вопросы. Спасибо большое. Параллельно сам себе задавал эти вопросы и отвечал на них. Вот что такое любовь? Вот допустим, да? Если сейчас вот мы спросим людей, которые сидят напротив экрана, вот там сколько нас, не знаю, 60 человек, может быть 70, может быть меньше, не знаю. Если мы их всех спросим, что такое любовь, у всех ответ будет разный. И здесь нам нужно вспомнить гуманистических психологов, в первую очередь Эриха Фромма, в первую очередь Виктора Франкла и же с ними. И они как раз-таки ответили на вопрос, что такое любовь. Что такое любовь, говорили религии. Например, вот в христианстве, вот в нашем православии очень, очень здорово, очень четко и последовательно разложен вообще алгоритм любви. Что такое любовь, да? Так вот, в эволюционном плане, в социальном плане, в плане духовного развития и в плане психологического развития любовь – это прямая заинтересованность в жизни и в развитии объекта любви. Вот это очень важно. Об этом сказал Эрих Фромм. Это знаменитый австрийский психиатр середины 20 века. Он написал достаточно много книжек. Вот я всем вам настоятельно рекомендую Эрих Фромм «Искусство любить». Вот почитайте. Много нового для себя найдете совершенно точно. Так вот, в этой книжке Эрих Фромм как раз-таки дал определение любви. Любовь – это прямая заинтересованность в жизни и в развитии объекта любви. Как правило, любовь воспринимают вот в семьях немножко иначе. Ну вот, как говорят люди, когда начинают, допустим, как им кажется, любить друг друга, встречаться, да, «Я без тебя жить не могу», «Я без тебя умру», «Я не представляю жизни без тебя». Вот это наркоманская любовь, это привязанность, причем привязанность такая нездоровая. Настоящая любовь, настоящий союз – это союз двух свободных людей, максимально развитых, которые занимаются своей жизнью, который каждый любит себя, у которого есть дело жизни, у которого есть большой внутренний стержень и большие задатки. И если я люблю своего партнера, то моя любовь обязательно проявляется вот именно что в моей заинтересованности.
моей заинтересованности в жизни и в развитии объекта любви. Вот если я люблю своего партнера, я максимально заинтересован в том, чтобы он жил, рос, развивался и становился сильнее. И то же самое можно сказать и про детей. То есть, если я стремлюсь через ребенка реализовать какие-то свои комплексы и какие-то свои задачи и вообще какие-то свои невротические потребности, например, я сына направляю на бокс при условии, что он не хочет на бокс, ну, это не любовь. Это, по сути, ну, такая эгоцентричная зацикленность на самом себе. То есть я не следую за потребностями и желаниями самого ребенка, чем бы он хотел заниматься. Я полностью сконцентрирован на своих задачах, на своем представлении о том, что такое воспитание, что такое счастье, да? Если родители заинтересованы в жизни и в развитии объекта любви, ну, под названием ребенок, да, они в первую очередь будут обращать внимание на него, куда у него есть тяга, к чему у него есть стремление, на что он направлен, каким образом он реализует свой потенциал. Ну, например, если ребенок совершенно не хочет играть на гитаре, а родители его заставляют на гитаре играть, надо посмотреть, а куда его несет, а чем он там занимается, а что он хочет. Очень часто звучит вопрос: ничего не хочет, сидит, играет в компьютер целыми днями, да? Сидит, играет в онлайн-игрушки, либо в телефоне зависает. И здесь дальше вопрос: а что конкретно он делает в этих компьютерных игрушках? А что конкретно он делает в этих социальных сетях, где он торчит? Вот почему ему интереснее там, чем здесь, с нами, с родителями? Вот почему? То есть, если, опять же, если мы немножко с вами вот дополнительно углубимся в процесс понимания вот именно этого термина «любовь», мы поймем, что главное – это умение погружаться в объект любви. Не навязывать свою волю, не навязывать свое видение, свое желание, а именно сконцентрироваться на задачах, потребностях, на боли, на какой-то внутренней неудовлетворенности, на страхах самого человека, которого вы любите. Если это ребенок 4 лет, и он не хочет идти на футбол, а вы его туда запихиваете и пинаете, вы узнаете, спросите, что его пугает в этом, почему он не хочет, что конкретно его останавливает. Всегда есть причина. Вот обычно, когда спрашиваешь, а что конкретно ему не нравится, он не хочет. Он просто не хочет. Почему он не хочет? Вот почему? Всегда есть причина. Может быть, его пугает вот эта гигантская толпа, огромная толпа. Да? Может быть, его пугает тренер-тиран, который на него кричит. Потому что, допустим, мальчик изначально воспитан был иначе. Может быть, его пугает вот эта вот динамичность и беготня на футбольной площадке. Вот это надо выяснить и посмотреть. И следующий вопрос: а что ты хочешь? А куда ты хочешь? Вот чем бы ты хотел заниматься? Многие могут воспринимать это как некую фривольность и как некое такое вот подобострастное желание полностью прогнуться под ребенка. Нет. Нет, это неправда. Вы не отпускаете поводья. Никто не говорит, что воспитанием нельзя заниматься. Это сейчас выключится. Нет? Тут было написано: телевизор выключится. Ладно, ничего страшного. Ага, ничего страшного, ладно. В общем, никто не говорит, что поводья воспитания нужно отпускать. Нет, ни в коем случае. Воспитывать ребенка надо. Но здесь постарайтесь задавать себе вопрос: вот я его сейчас воспитываю или я люблю? Да? Вот мы только что с вами... Ой, я воспитание неправильно показывал, да? Вот опять же обратной связи нет. Нужна обратная связь. Я воспитываю или я люблю своего ребенка? Нужно научиться себе задавать вопрос: вот что я сейчас делаю? И почему я это делаю? Если я настоятельно, назидательно ребенка стараюсь воспитать по образу и подобию, по шаблону какому-то, чьему-то, надо задать себе вопрос: а есть здесь любовь? А есть здесь погружение в самого ребенка? А есть здесь понимание самого ребенка? И вот здесь дальше давайте следующий термин. Термин – это именно понимание. Вот что такое понимание? Что такое вот именно знать и понимать своего ребенка? И почему это важно? Это вот еще Чезаре Ламбразо говорил: если хочешь разобраться в предмете обсуждения,
Пойми, как оно устроено. Любой родитель, по идее, в одном лице должен быть и педагогом, и психологом для своих детей, для своего ребенка. Если ребенок чего-то боится, всегда есть на то причина. Если ребенок чего-то не хочет, всегда есть на то причина. Ну, например, самая распространенная беда. Ребенок не хочет убирать игрушки. Вот распространенная такая вот, да, тема действительно, она касается абсолютно всех родителей. Почему он не хочет? Ну, потому что он хочет заниматься чем-то другим. И здесь нет задачи идти полностью на поводу у ребенка. Здесь задача его понять. Понять, чем он хочет заниматься. Почему это важно? Чтобы впоследствии выстроить как раз-таки конструктивный диалог со своим ребенком. Если ребенок не хочет идти заниматься, убирать игрушки, значит, вполне возможно, ему этот вопрос кажется скучным. Или ему этот вопрос кажется тяжелым. Или ему этот вопрос кажется долгим и нудным. Соответственно, если мы понимаем, что ребенку скучно собирать игрушки, если он считает процесс долгим и нудным, что нужно сделать? Надо процесс сбора игрушек сделать быстрым, сделать приятным и сделать веселым. Как это сделать? Вот это уже решать вам. Может быть, превратить процесс сбора игрушек в какую-то игру. Может быть, превратить процесс сбора игрушек в какую-то викторину, шараду или в какой-то квест. Придумайте, подумайте. Может быть, начать вам, самой маме, собирать эти игрушки и попросить помощи у своего ребенка. Дети очень часто любят, когда их просят о помощи. Почему? Потому что ребенок чувствует себя важным, ребенок чувствует себя значимым, он чувствует себя экспертом в данном вопросе. То есть любовь в данном случае – это умение своего ребенка понимать, умение ребенка своего слушать, слышать и осознавать причину вот этого самого «не хочу» и «не могу». Никогда не бывает вот «не хочу» просто так. Никогда не бывает «не могу» просто так. Всегда за этим скрывается что-то. Или страх, или обида, или отрицание в силу каких-то причин, потому что есть более значимое дело, допустим, да. То есть наша задача не просто ломать об колено наших детей, наша задача выстроить с ними конструктивный диалог. Выстроить конструктивный диалог – это очень важно, действительно. Это нужно для того, чтобы научиться с детьми договариваться. Вот для многих родителей секрет, но главное, чем нам нужно заниматься с нашими детьми, это не дрессура и принуждение сплошное, это дипломатия. По сути, процесс воспитания – это бесконечные переговоры. Это переговоры по тем или иным вопросам. Это, по сути, политика. Вот как политика переговоров двух больших стран на одной единой площадке, да, она может привести либо к войне, либо к сотрудничеству. Именно поэтому вот в качестве практики, в качестве домашнего задания я вот просто попрошу вас как можно чаще задавайте себе вопрос. Вот идет процесс, допустим, общения с ребенком. Вот идет процесс коммуникации и взаимодействия с ребенком. Вот задайте себе вопрос. Я сейчас борюсь или сотрудничаю? Борьба порождает только новую борьбу. Борьба порождает только отрицание. По большому счету, когда мы начинаем с нашими детьми бороться, бороться имеется каким образом? Мы начинаем их сверх меры принуждать, ломать об колено, сталкивать их с какими-то долженствованиями, да? И вот эта борьба, она всегда провоцирует внутри у ребенка стресс. Давайте немножко расскажу вообще, как выглядит стресс. Стресс, по большому счету, в первую очередь, это физиологическая реакция. Оно сказывается на мышечном напряжении. И у стресса есть 3 поведенческих реакции, как логичное продолжение стресса. Первая реакция – это первая реакция на стресс, самая главная, самая основная – это гнев и агрессия.
То есть, еще раз, когда мы вступаем с ребенком в борьбу, очень часто мы наблюдаем такую картину, что ребенок начинает злиться и орать в ответ. Знакомо? Я думаю, многим знакомо. Правильно? Ну, например, папа говорит дочке: иди, собери вещи. Ребенок начинает упираться. Но опять же, почему? Может быть, потому что она считает, что это процесс скучный. Может быть, она считает, что у нее сейчас есть более важные дела. Либо она говорит: потом, потом. А папа, допустим, уперся и говорит: нет, сейчас, иди. Я сказал: иди. И начинает давить, 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 давить. И очень часто ребенок начинает давить в ответ и срываться. Либо он начинает кричать, либо гневно бегать по комнате. Некоторые дети начинают все разбрасывать на своем пути. То есть они проявляют как бы демонстративно свой такой вот святой революционный бунт, да, против угнетателя, ну, в кавычках угнетателя. То есть, когда мы создаем ребенку стресс, одна из прямых физиологических реакций на стресс – это гнев и агрессия. Как прямое сопротивление стрессу. Это нормально. Это эволюционный механизм, который изначально вообще направлен, у любого живого существа на самозащиту. Это вот представьте себе, если на кошку напасть в темном переулке, она, вероятнее всего, будет как-то себя защищать. Да? Вот попробуйте на кошку напасть, на свою домашнюю, попытайтесь ее принудить силой к лаской. Там, скорее всего, когти пойдут в силу сразу, вот в дело, в ход. Дальше поехали. Вторая реакция на стресс. Вторая реакция на стресс – это избегание. Избегание как бегство. То есть уход от проблемы, дистанцирование от проблемы. Так, я надеюсь, всем видно, да? Вот так вот, если показываю. То есть стресс, первая реакция, гнев и агрессия. Вторая реакция на стресс – это избегание. Что может быть избеганием? Избеганием может быть замыкание в себе. Ребенок может закрываться с головой одеялом. Ребенок может уходить в другую комнату и закрывать за собой дверь. Ребенок может молчать по много суток. Ребенок может в принципе демонстративно не садиться за один стол с родителями, не заниматься тем делом, которое делают родители, либо не одевать даже ту одежду, которую предлагают родители. То есть избегание именно как защитный механизм. То есть вот, пожалуйста, вспоминаем кошку. Если кошка находится в состоянии стресса, она либо атакует своего агрессора, либо кошка начинает убегать. Правильно? Вот у нас, у людей, в принципе, все то же самое. Если человек встречается со стрессом, он либо отвечает встречной агрессией на потенциального агрессора, либо на ситуацию агрессии, либо он начинает замыкаться и уходить, убегать, как реакция бегства, как реакция избегания. У детей очень часто это именно просыпается. Ну и третья реакция очень частая – это капитуляция. Вот так напишу. Капитуляция. Капитуляция как полная сдача, как выкидывание белого флага на поле боя. То есть ребенок, когда его начинают ругать, когда его начинают к чему-то принуждать, он начинает полностью подчиняться, он начинает полностью растворяться, признавать свою вину, бегать бесконечно, просить прощения и считать себя плохим, считать себя виноватым. А теперь внимание, какие могут быть последствия? Последствия от гнева, от агрессии. Если ребенок длительное время находится под давлением, под стрессовым давлением, когда, допустим, из ребенка пытаются превратить такую дрессированную цирковую обезьянку, чтобы она выполняла строго определенные действия, а ребенок сопротивляется, и как реакция на стресс, как сопротивление, у него гнев и агрессия. Что тут может быть? Тут дальше может быть девиантное поведение. То есть ребенок может в школе вести себя демонстративно, ярко. Ребенок может бить лампочки, ребенок может бесконечно драться, ребенок может проявлять агрессию не напрямую, а скрыто и завуалированно. И вот здесь как раз-таки распространено такое явление, как аутоагрессия.
Аутоагрессия как self-harming. Я думаю, что многим знаком этот термин, когда дети начинают в подростковом возрасте себя резать. Не по венам, а именно по коже. Как правило, это либо бедра, либо предплечья, либо подмышки, очень часто это бывает. Я думаю, что многие с этим сталкивались, когда вот на предплечьях, вот здесь у ребенка имеются такие дорожки. Либо на бедрах у девушек очень часто. Почему на бедрах? Потому что очень нежная кожа. Это как попытка себя наказать. Ну, вообще, self-harming как явление, это там не только попытка себя наказать, там много всего, там целая совокупность, целый букет алых роз, это вообще отдельная тема, можно потом об этом поговорить, да? То есть вот, то есть еще раз, реакция на стресс, реакция на чрезмерное давление от родителей может быть либо внешняя агрессия, либо аутоагрессия на себя, на самого себя. Дальше поехали. Вот если мы говорим про реакцию на стресс в виде избегания, то здесь очень часто проявляется такое, что ребенок начинает уходить от проблем либо в игры, либо в алкоголь, либо в наркотики, либо вообще в какие-то привязанности. То есть, если мы как раз-таки разбираем вот форму компульсивного поведения под названием аддикции как зависимости, да, зависимость от алкоголя, зависимость от наркотиков, зависимость от игры, зависимость от других форм поведения навязчивых, да. Как правило, это реакция избегания, это попытка убежать от какого-то ужаса, от какого-то страха, от какого-то напряжения, то есть попытка залезть в норку и спрятаться. Очень часто такую возможность дают именно психотропные вещества, к сожалению. Поэтому вот, очень часто дети, которые находились в семьях под давлением, либо дети, которых не принимали, либо дети, которых пытались склонить к чему-то, вот в качестве реакции на стресс они начинают уходить, убегать в какие-то формы поведения, они начинают закрываться. Ну а капитуляция, что это такое? Когда ребенок полностью признает себя подчиненным, когда ребенок полностью признает себя виноватым, какие могут быть последствия? Ребенок начинает очень сильно болеть. Но вообще ребенок начинает болеть вот при любых формах. Вообще ребенок очень часто, когда болеет, это не проявление действительно какой-то инфекции, это очень часто проявление какой-то защиты, то есть как психосоматическая реакция на стресс. Но при капитуляции, при тотальной капитуляции ребенок начинает болеть постоянно и всегда, если он чувствует себя плохим, если он чувствует себя непризнанным, ненужным, если он чувствует себя слабым, откровенно, да? Ну, то есть родители внушили ему, что ты сын слабый или ты дочь плохая, слабая. Ребенок начинает считать себя слабым, и он все время капитулирует, он все время сдается. То есть он сдается перед любой опасностью, перед любой проблемой ребенок начинает пасовать. И что впоследствии? Мы впоследствии имеем 40-летних мужчин, либо женщин, которые совершенно не выстроили свою личную жизнь, которые бесконечно болеют, которые постоянно зависимы от оценки окружающих и от внешнего мнения других людей, которые совершенно не способны никакой самостоятельности. Почему? Потому что они не выработали в себе вот этот стержень в виде принятия себя, в виде любви к себе, в виде внутренней силы. Вот этим как раз-таки опасно. То есть, еще раз, стресс может проявляться в 3 видах. Гнев, агрессия, избегание и капитуляция. Во всех 3 формах последствия не очень хорошие. Я думаю, мы это усвоили, да? Поэтому, возвращаясь вот сюда, если мы с вами реализуем такую директиву общения с детьми, как категорическое воспитание, воспитать, то есть переделать, переработать, да, тогда вы неизбежно будете сталкиваться с детским стрессом в виде сопротивления, либо других форм такого адаптивного, а впоследствии дезадаптивного поведения. Если же мы с вами пропагандируем как главную философию, как главную политику взаимоотношений с ребенком любовь как принятие, любовь как дружбу, любовь как заинтересованность, прямую заинтересованность в жизни и в развитии объекта любви, тогда вот этого всего мы сможем с вами избежать.
и здесь будет совершенно иная картинка. То есть вы изначально не будете стресс создавать, и тогда впоследствии ребенку просто не от чего защищаться. И если родители реализуют главную поведенческую задачу в семье, такую задачу, как любовь, тогда мы имеем одну очень, очень простую, но очень эффективную вещь. Ребенок ощущает свою семью как место бесконечной, безграничной силы. Он ощущает своих родителей, своего папу и свою маму как крепкий, надежный тыл, такой тыл, который меня любит, который меня не оценивает, имеется в виду эмоционально с позиции плохой, хороший. Дети всегда хорошие, независимо. Сейчас мы, кстати, еще об этом поговорим, про правила оценки. Успеваем еще? Нормально? Уже час почти, да? Нет. В общем, нормально. Если мы реализуем с вами любовь, любовь как принятие, любовь как заинтересованность, любовь как помощь, то тогда у ребенка внутри будет зреть, вызревать ощущение тыла, ощущение надежности, ощущение стабильности. То есть ребенок просто у себя в голове будет иметь главный императив, центральный императив, как глубинное убеждение. Что бы в моей жизни ни случилось, какая бы дурь со мной не произошла, я всегда могу прибежать домой, поплакаться, зарыться в подмышку и попросить помощи, попросить совета, попросить каких-то ресурсов, какой-то силы. И я могу быть слабым перед родителями. Я могу быть любым перед родителями. Почему? Потому что я знаю, меня родители примут. Примут таким, какой я есть. И они не будут меня оценивать. Сын, ты слабак, ты не умеешь решать свои проблемы. Вот если папа будет говорить в трудных ситуациях вот так, у сына будет зреть глубинное убеждение. Я слабак, я не умею решать проблемы. А точнее, папа меня считает слабаком, соответственно, если я в следующий раз прибегу к папе со своей бедой, со своей проблемой, он снова меня будет считать слабаком. Тогда побегу я к папе? Не пойду и не буду рассказывать. Очень часто мы с вами наблюдаем такую картину, что в подростковом возрасте дети начинают закрываться. Почему они закрываются? Они закрываются от стресса, они закрываются от того, что родители начинают их как-то оценивать, навешивать на них ярлыки и сверхожидания. Ты слабый, ты глупая, ты неумеха, ты неряха, растеряха и всякое такое, да. А ребенку нужно главное, ребенку нужно на самом деле немного, ему нужно внимание, ему нужно стопроцентное принятие. Принятие от родителей, принятие его таким, какой он есть. Вот просто таким, какой он есть, без сверхтребований, без сверхожиданий. Ну давайте честно, даже если ребенок принес домой двойку по математике за четверть, за 7 класс, он разве стал после этого плохим? Ну не стал ведь, согласитесь, он не стал после этого хуже как человек, как личность. Он не превратился после этого вот просто в законченного. Нет, это не повод прекращать его любить. Это повод обратить внимание на его ошибки, да. Но это не повод на него навешивать ярлык. Ты тупица, допустим, как многие родители делают. Или ты двоечник и неудачник. Просто что мы будем иметь с вами дальше? Встречаясь с проблемой в следующий раз, ребенок четко в себе воспитает главную центральную мысль. Я двоечник, я неудачник, и в любой ситуации я буду терпеть неизбежно крах. Почему? Потому что самые близкие, самые мои дорогие люди в виде ближайших моих столпов, на которых я, по идее, могу опереться, но как выясняется, не могу опереться, да, они меня считают двоечником и неудачником. Соответственно, это правда. Почему это правда? Дети не умеют подвергать критике ту информацию, которая идет от родителей. Дети воспринимают ее за факт и за чистую монету, за истину в последней инстанции, да? И очень часто мы наблюдаем такую картину, что фразы, сказанные мамой, папой, либо бабушкой, вот эти фразы преследуют ребенка потом на протяжении всей жизни. Самый простой пример. Самый простой пример. Представьте себе ситуацию. Девочка поднимается по лестнице, по коридору, получается, на 5-й этаж,
поднимается по лестничному пролету в полной темноте. У мамы сзади сумки, тяжелые сумки, мама прет с работы, ну, понятное дело, устала, понятное дело, руки у нее уже отваливаются, а дочка впереди прыгает со ступеньки на ступеньку. Ну, вот так вот, поднимается медленно, не спеша, да. Мама делает потрясающую гениальную вещь. Она говорит ребенку в темноте, в кромешной: посмотри, посмотри, слева вон рука костлявая тянется, видишь, это бабка Ёшка. Если сейчас будем долго стоять на этих ступеньках, бабка Ёшка сейчас тебя схватит и унесет. Ребенок, само собой, подрывается и пулей несется на 5-й этаж в кромешной темноте. Через 20 лет у ребенка, ну, ребенку уже получается 27 лет, да, ребенок уже женщина взрослая, у нее уже работа, дети, но ребенок этот 27-летний патологически боится темноты. Вот просто до ужаса, до истерики, до крика, до... Почему? Потому что вот тогда в этой ситуации была фраза. А ребенок ее воспринимает за чистую монету. Ну просто вот как можно не верить маме? Все, что говорит мама, это уже правда. Почему? Потому что это мама. Ребенок не подвергает критике и сомнению. Он просто воспринимает, он как губка впитывает все то, что говорят родители. Ну и дальше мы имеем такую тяжелую заскорузлую фобию с острыми вегетативными всплесками. И целый набор психосоматических заболеваний. Это не повод маме винить себя, это повод просто нам с вами задуматься над тем, что мы говорим и что мы делаем в отношении наших детей. И зачем мы это делаем. Вот в этой ситуации, как выясняется, да, вот посмотрите, пожалуйста. Понятное дело, мама устала, у нее сумки, у нее руки натружены, и у нее язык на плече, она хочет домой отдохнуть. Но в этот момент о ком думала мама? О ребенке или о себе? Как выясняется, мама заботилась не о здоровье ребенка, а о собственном благополучии. Идея была какая? Как можно быстрее прийти домой и отдохнуть. Благодаря этому, появилась такая фобия. Но еще раз, маме не надо здесь себя винить. Здесь просто, если копнуть немножко даже еще глубже, то выяснится, что мама-то не могла поступать иначе, потому что ее мама с ней поступала точно так же. Вот. И там будет тянуться в поколение. Это не повод винить своих родных, своих бабушек и дедушек в каком-то неправильном поведении. Они не могли поступать иначе. Это повод нам с вами, вот нам, родителям, здесь и сейчас задуматься над тем, что мы с вами делаем. И задуматься вот в каком ключе. Я люблю своего ребенка или я пытаюсь его выдрессировать воспитанием таким, да? Еще раз, любовь – это прямая заинтересованность в жизни и в развитии объекта любви. И если вдруг вы напророчили ребенку карьеру банкира в Москве, либо в Гонконге, и все силы, все средства вкладываете в том, чтобы он закончил университет МГУ с, не знаю, там, с золотым дипломом, да, с золотой, там, с красной медалью, а вдруг выясняется, что ребенок этого не хочет, может быть, стоит отказаться от своих желаний в пользу желаний ребенка. Может, стоит не о себе подумать, а о ребенке. Потому что главная задача нас, как родителей, вот самая главная, самая основная, это сделать так, чтобы дети научились жить без нас, счастливо и самостоятельно. Главная задача нас, родителей, в том, чтобы дети научились жить без нас, вообще без нас. То есть в течение жизни происходит медленная, но постепенная сепарация ребенка от мамы, ребенка в целом от родителей. В первый год ребенок максимально привязан, да? После года ребенок начинает уже потихонечку своими ножками ходить. В 3 года появляется у ребенка собственное «я», и тут начинается новый кризис. Не хочу, не буду, а я хочу так, отойдите, там, и так далее, и так далее. В 5 лет еще на большую дистанцию ребенок от мамы уходит. Он глубже погружается в социальные отношения в садике. Потом школа.
потом средние классы, потом старшие классы. И ребенок от мамы, от родителей все дальше, 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 дальше. И главная наша центральная задача сделать так, чтобы ребенок был счастлив и жил своей жизнью. Своей жизнью. Не ваши комплексы реализовывал, а жил так, как он хочет, так, как ему хочется. Потому что это его жизнь. Вы его родили, он появился на этот свет не по вашей воле, не по вашему желанию. Вы бесспорно к этому приложили огромное количество усилий, но вы его родили не себе на потеху, вы его родили для того, чтобы у этого ребенка была своя интересная, насыщенная жизнь. И если он захочет, если, допустим, вы пророчите ему карьеру банкира в Гонконге, а он захочет быть трактористом в Ухте, прекрасно, замечательно. Это его выбор, это его желание. Здесь просто многие считают, что невозможно жить трактористом в Ухте и быть при этом счастливым. Это глубочайшее заблуждение. Счастливым можно быть где угодно, везде. Не зависит это от места проживания и от деятельности совершенно. Потому что счастье – это не то, что рождается вовне, это то, что рождается внутри. И наша задача как родителей научить детей как раз-таки рождать это счастье изнутри и признавать это счастье изнутри. Поэтому еще раз давайте сделаем небольшое резюме. Есть разница между воспитанием и любовью. Усвоили, да? Если мы начинаем директивно воспитывать, не растить уникальное семечко, согласно тому, как оно к нам пришло, а если мы пытаемся из семечка вырастить что-то нам в угоду, из баобаба сделать розу, тогда мы создаем бесконечный стресс и себе, и ребенку. А реакция на стресс всего лишь 3. Это либо гнев, либо избегание, либо капитуляция. И здесь не надо удивляться, что вдруг ребенок в какой-то момент начал вести себя странно. И это главное, что я сегодня хотел до вас донести. Это главное, это в принципе основное. То есть здесь нужно опять же научиться ставить запятую в этой фразе «любить нельзя воспитывать». Где вы будете ставить запятую, решаете только вы. Домашнее задание всем, конечно, оно будет на вашей совести. Я просто предлагаю как практику. Понаблюдайте за собой и позадавайте себе ряд вопросов. Вопросы очень простые. В ситуации общения с ребенком попытайтесь отследить и понять, я сейчас борюсь или сотрудничаю. Потому что ситуацию сбора игрушек с пола можно превратить либо в борьбу, либо в сотрудничество. Если вы будете бороться, не удивляйтесь, что будет одна из этих 3 реакций. Последствия мы с вами уже проговорили. Если вы будете сотрудничать, что значит сотрудничать? Сотрудничать значит любить, значит понять, значит помочь, значит сподвигнуть ребенка к осознанию, к пониманию и к адаптации. Я не говорю про то, что игрушки нужно собирать за него. Нет. Я говорю про то, что через сотрудничество, через понимание и через любовь найти те ключи к ребенку, в которой в данной ситуации он будет собирать игрушки с радостью. Либо делать уроки, либо мыть за собой посуду, либо ставить ботинки после гулянки на батарею, да? Какие-то эти аспекты. Либо сделать так, чтобы ребенок перед вами открывался, а не закрывался и в комнате сидел, молчал целыми днями. Опять же, дети никогда не молчат просто так. Самое большое, чего хочет любой ребенок, это в обществе мамы и папы почувствовать себя расслабленно, почувствовать себя максимально собой и поговорить с мамой и с папой. Это хочет любой ребенок. И он может даже это отрицать. Он может говорить: нет, не хочу, не надо. Но в глубине души он этого хочет. Я уже 10 лет работаю в детско-родительской сфере, то есть по детско-родительским отношениям. Я очень много работаю по подростковой депрессии, по подростковым тревожным расстройствам, вегетативным расстройствам, да. Много работаю с подростковым обсессивно-компульсивным расстройством, селф-хармингом, и совершенно точно могу сказать, что все дети хотят любить своих родителей и хотят с ними дружить, хотят с ними контактировать. Просто очень часто родители этого не позволяют.
Родители выстраивают общение так, выстраивают границы таким образом, что между ребенком и родителем создается дистанция. Дистанция самая разная, в виде правил, в виде шаблонов, в виде сверхожиданий, сверхтребований, в виде каких-то долженствований, в виде родительских комплексов. Нельзя поговорить про секс. Какой ужас, какой кошмар, ой. Нельзя, да? Почему нельзя-то? А откуда он это узнает? Почему нельзя? Как раз-таки будет лучше, если он узнает это от вас, причем в мельчайших подробностях. Здесь, само собой, не нужно там 7-летнему ребенку садиться напротив и рассказывать, только если у ребенка есть к этому вопросы и есть стремление. Мама, что это такое, да? А что там? Давай садись, сын, сейчас расскажу. На его языке. Вот в следующий раз, конечно, было бы здорово, чтобы у нас с вами была обратная связь. Но это ладно, это на будущее. Сейчас главное понять, главное нам с вами понять в общении с ребенком, вот что я делаю, все-таки борюсь или сотрудничаю. Вот я воспитываю своего ребенка или люблю, да? Вот попробуйте отследить. Очень простая практика. Отслеживайте каждый день в маленьких ситуациях коммуникации и переговоры со своими детьми. Вот что вы делаете, чем вы занимаетесь? Вы перманентно с ними боретесь или вы все-таки стремитесь выстроить с ними диалог и сотрудничество? И если вы с ними выстраиваете диалог и сотрудничество, значит вами управляет любовь. Если вы стремитесь их просто привести к какому-то единому знаменателю, значит вами управляет какая-то ваша внутренняя боль и ваши комплексы. Задумайтесь и посмотрите на себя. И в конце хочу сказать главный тезис. В конце, наверное, да, будем потихоньку заканчивать, закругляться. Главный тезис, который озвучил еще Фома Аквинский. Детей бесполезно воспитывать, они просто будут такие, как вы. И если у нас возникает вопрос, почему у меня ребенок плохо воспитан, надо задать себе вопрос, а что я такого сделал? А я воспитан, а со мной все в порядке, а со мной все нормально. Поэтому дети просто будут такие же, как вы. Дети, как губка, впитывают абсолютно все сценарии, абсолютно все паттерны поведения, абсолютно все шаблоны мышления, которые транслируют мама и папа. И если мы с вами хотим помочь нашим детям, бесполезно их воспитывать. Надо научиться менять себя, надо научиться работать именно с собой. В первую очередь с собой, потому что изменив себя, вы измените их. Это главный тезис, который я хотел вот завершить сегодня нашу с вами встречу. Спасибо большое, было интересно. Обычно у нас растягивается это гораздо дольше. Мы, получается, час прозанимались, да? В следующий раз мы уже будем, наверное, по пунктам разбирать, как именно по шагам выстраивать конструктивное общение со своим ребенком. То есть, как до него доносить критику, при помощи каких фраз, каких техник, каких методик донести до него свои желания, свои потребности, свою боль и то, что нужно делать. Как до него донести некие границы, некие правила в семье. Как это сделать? Хорошо, на сегодня тогда, наверное, пока закончим. Спасибо за внимание. Буду рад, если будете писать на сайт Криро свои жалобы, потребности, заявления, просьбы, да. Просто какие-то вопросы, которые у вас будут. Будет очень здорово, будет очень классно, если вы оставите какую-то обратную связь.